Бог хочет предупредить вас, чтобы вы знали о приближающейся неминуемой опасности, чтобы не допустить, чтобы что-то худшее повлияло на вашу жизнь. Ангелы советуют вам обратить внимание на это сообщение, поскольку оно раскроет важную тайну о том, что кто-то из вашего прошлого возвращается с недобрыми намерениями. Бог желает защитить вас от тьмы, но очень важно проявлять осторожность в общении с этим человеком, поскольку он может попытаться негативно повлиять на ваше будущее. Враг использовал этого человека как инструмент, чтобы вмешаться в вашу жизнь и предотвратить печальные события. Поэтому не стоит недооценивать это сообщение. Сейчас очень важно подписаться на канал, чтобы предотвратить любое негативное влияние на вашу жизнь. Кроме того, эта любовь будет способствовать тому, что успех постучится в вашу дверь. Аминь. Бог указывает, что важно вводить новшества в свою жизнь и обращать внимание на необходимые изменения, поскольку некоторые взгляды и решения могут задерживать ваш прогресс. Поэтому прислушивайтесь к своей интуиции, и ваша жизнь будет благословлена. Оставьте комментарий 7373, если вы желаете, чтобы все потерявшиеся или страдающие члены вашей семьи были исцелены руками Божьими. И если вы хотите наслаждаться жизнью с избытком и заботиться о своей семье, доверяйте Божьему выбору времени, но будьте бдительны, чтобы не увлечься комфортом, который может вам навредить. Бог предостерегает от чрезмерного доверия к другим, поскольку это может привести к отвлечениям и грехам, которые могут навредить вам. Поэтому держите глаза открытыми в этот момент. Ангел пытается исправить вредную ситуацию в вашей жизни, поэтому не игнорируйте знаки и будьте внимательны, иначе вас ждут серьезные последствия. Ангелы предупреждают, что это сообщение имеет чрезвычайную важность, и ваша жизнь находится под серьезной угрозой. Бог знает ваши желания и мысли, когда вы прилагаете усилия каждый день. Однако важно помнить, что Божье время идеально, и когда вы меньше всего этого ожидаете, вы сможете пожинать обильные награды. Напишите 2323, чтобы начать получать упомянутые благословения и начать новое путешествие. И если вы будете верны, Бог уверяет, что ваша жизнь значительно улучшится и процветание будет в пределах досягаемости. Просто сосредоточьтесь на благословениях и уроках, которыми будут делиться, и вы увидите увеличение своих финансовых ресурсов. Ангелы предупреждают, что не каждый, кто вам улыбается, имеет добрые намерения относительно вашего прогресса. Поэтому крайне важно ценить свою семью и тех, кто по-настоящему любит вас. Бог устраняет чувство вины, которое наполнило ваше сердце, чтобы вы могли испытать покой. Все, что казалось невозможным, станет возможным, и тем, кто унижал вас, пока вы посвящали свое время Господу, не удастся причинить вам вред. Награда придет в виде мира и благополучия. Сегодня Бог приносит новые эмоции в твою жизнь, дитя мое, и ты должен сохранять настойчивость, даже когда кажется, что все идет не так. Бог будет вашим светом в конце туннеля. Ангелы предупреждают, что сегодня ночью ваша жизнь может оказаться на краю пропасти, но если вы не отстранитесь от этого, произойдет нечто неожиданное. Бог открыл, что в последние дни в ваш дом попыталась проникнуть крайне негативная энергия. Чтобы убедиться, что все устранено, крайне важно дойти до конца этого сообщения. Ангел указывает на то, что ваши пути будут освещены, и до конца октября этого месяца у вас появятся новые источники дохода. Оставьте комментарий 363, чтобы запросить начало доставки некоторых благословений, чтобы избежать новых финансовых трудностей.
Чтобы предотвратить проникновение болезней в вашу жизнь, важно сейчас поделиться этим посланием со всеми группами. Бог принесет значительные достижения в вашу жизнь, и если вы поделитесь этим посланием, позволяя как можно большему количеству людей получить благословение. Ангелы обеспокоены тем, что некоторые люди из вашего круга друзей замышляют забрать все, что у вас есть. Пришло время принять этот великий вызов. Бог заверяет, что ваша финансовая стабильность будет продолжать процветать. Однако, если вы откажетесь от этого послания, вы можете упустить возможность изменить свою реальность. Комментарий 83:83 для мира и защиты вокруг вас. Ангел предупреждает, что вам следует кое-что наблюдать каждую ночь перед сном, так как враг следит за вами, и вам нужно как можно скорее раскрыть правду. Бог принесет облегчение на ваш путь, и большая часть ваших долгов будет погашена благодаря новой возможности, которая появится в свое время. Ангелы предупреждают, что может произойти что-то неожиданное, если вы не дослушаете это послание до конца. Поэтому продолжайте слушать, и произойдет нечто удивительное. Оставьте комментарий 5454, чтобы запросить начало доставки некоторых благ, и чтобы вы больше никогда не сталкивались с неразрешимыми ситуациями. Бог укрепит вас и ободрит вас. Простой факт того, что ты жив и дышишь, это возможность достичь всех своих целей. Вера осуществит все ваши мечты. Бог утверждает, что Он укрепит вас и направит вас среди всех трудностей, открывая новую дверь, которая принесет вам утешение. Ангел предупреждает, что рядом с вами есть кто-то, кто завидует вашим достижениям. Важно признать это и разорвать эту ложную дружбу. Бог открывает, что ваша жизнь находится под наблюдением врага, и что-то печальное может случиться с кем-то особенным в течение следующих 24 часов. Распространение этого послания имеет решающее значение. Ожидается, что в ближайшие 4 часа произойдет великое финансовое чудо, и завтра будет яркий день с большими достижениями. Бог предупреждает, что может возникнуть искушение, но распространение этой вести обеспечит ваше освобождение, что бы ни происходило вокруг вас. У ангелов было видение, которым они хотели поделиться с вами. Ваша жизнь наполнится процветанием, если вы выслушаете это послание целиком. Кто-то вошел в ваш дом и оклеветал вашу семью. Вы должны держаться на расстоянии от этого человека, чтобы избежать недовольства в будущем. Оставьте комментарий 4545, чтобы быть уверенным, что вы всегда укреплены, а ваше духовное здоровье остается сбалансированным. Святой Дух будет вашим постоянным наставником. Бог предупреждает, что вы можете столкнуться с большим искушением, и если откажетесь от этого сообщения, не закончив его. Крайне важно дослушать до конца, чтобы избежать печальной участи. Ангелы предупреждают, что каждую ночь что-то подстерегает, пока за вами наблюдает враг. Слушайте внимательно и примите эту защиту. Бог освободит тебя от всех пороков, вредящих твоему процветанию. Вы получите божественную мудрость и станете успешным человеком. Не чувствуйте себя виноватым, когда кто-то дистанцируется от вашей жизни, поскольку это может быть замаскированным благословением. Бог открывает, что ваша жизнь может оказаться под наблюдением врага, и что-то печальное может случиться с кем-то особенным в течение следующих 24 часов. Распространение этого послания имеет решающее значение. В ближайшие 4 часа прогнозируется великое финансовое чудо, а завтра будет яркий день с большими достижениями.
В твоей жизни произойдет великая загадка, и очень важно, чтобы ты узнал всю правду, прежде чем тебя охватит печаль, дитя мое. Ангелы предупреждают, что в ближайшие 12 часов вы столкнетесь с одной из самых больших финансовых проблем, которые вы когда-либо видели, если вы доверяете планам, которые Господь приготовил для вас. Бог хочет спасти вас с пути погибели и неудачи, но чтобы это произошло и преображение пришло к вам, слушайте с великой верой. Если ты сдашься, это будет слишком. Если вы отвернетесь от Спасителя, это может сделать вас уязвимым для всего зла этого мира. Поэтому необходимо проявлять осторожность при выборе того, кого принять в свою жизнь. Напишите на номер 6767 и попросите, чтобы к 2023 году вы достигли одной из своих самых важных целей и чтобы предстоящая неделя была наполнена светом. В этот момент Бог идет впереди, предлагая новую возможность трудоустройства в том месте, о котором вы всегда мечтали. И если эта возможность будет подтверждена до конца этого сообщения, это предотвратит вас от еще большего кризиса. Ангелы обеспокоены, потому что вы не должны отказываться от этого послания, пока не обнаружите, кто завидует вашим достижениям. Это потому, что такая зависть может привести к трагедиям. Ангелы подчеркивают важность дойти до конца этого послания, поскольку еще многое предстоит открыть. Бог объявил, что принесет в вашу жизнь новый источник дохода, если вы решите поставить лайк этому сообщению. Это благословит вас еще больше, если вы поверите, что вам необходимо присутствие Господа в вашей жизни. Если вы верите, что вам нужен Господь в вашей жизни, я настоятельно прошу вас не ждать своего часа. Если побежать за Ним, Он прибудет раньше. Напишите 6565, чтобы ваша жизнь была защищена от всех злых взглядов и зависти, которые могут помешать вашему пути, который и дальше будет очень благополучным. Бог войдет в вашу жизнь сегодня и принесет спокойствие во все беспокойные дни, которые пытаются вызвать разочарование в вашей жизни. Все страдания исчезнут. Ангелы предупреждают, что в последнее время кто-то пытался столкнуть вас к бездне, но по милости Господа вы можете спастись уже сегодня. Достигнув этой точки, вы будете защищены. Бог подтвердил, что вы будете удивлены, когда Он откроет кого-то, кто испытывает к вам другие чувства, но вы узнаете это только в конце. Ангелам было видение, согласно которому в этом месяце может произойти финансовый кризис, но чтобы обратить эту ситуацию в деньги, напишите 4545. У Бога есть решение для большей части вашей жизни, и Он может обеспечить вам победные дни. И если вы продолжаете верить, что это послание принесет вам огромное облегчение, обратите внимание, Бог предупреждает, что вот-вот произойдет нечто загадочное. Чтобы избежать большего сюрприза, важно не отказываться от этого сообщения, пока не обнаружите его. Помните, что Святой Дух обитает внутри вас, наделяя вас силой и преобразовывая вас, чтобы отражать качество Христа. У вас есть доступ к обильным небесным сокровищам, к Божьим обещаниям и благословениям спасения. Иисус посоветовал нам перестать так сильно беспокоиться о себе и начать жить для Него. Он пообещал заменить страх уверенностью и быть рядом в трудную минуту. Во время сна Бог дарует долгожданное чудо, способное преобразить жизнь и обеспечить ощущение благополучия. Дорогой, друг, хотя 2021 год, возможно, принес неприятные сюрпризы и 2022 год был утомительным, Иисус обещает в 2023 году поднять, исцелить и благословить, проявив свою благосклонность.
Грядет значительное финансовое чудо, способное превратить вашу бедность в богатство. Верьте словам Иисуса и станьте свидетелем невероятных вещей, которые произойдут в вашей жизни. Готовьтесь к успеху, любви и изобилию. Чудесные сюрпризы, благословения и прорывы уже в пути, принесенные невероятной силой и божественной любовью. Очень важно помнить, что самые важные отношения, которые может иметь человек, это отношения с Иисусом, Сыном Божьим. Он Спаситель, Искупитель и Друг, обладающий силой исцелить разбитое сердце и утешить, когда кому-то грустно. Больше не будет потерь, долгов и разочарований. Вы вступаете в фазу, когда ваши молитвы будут услышаны, и вы получите в изобилии благословения и чудеса. Приготовьтесь к сезону роста, который положительно повлияет на все сферы вашей жизни – финансовую, умственную, физическую и духовную. Бог собирается открыть дверь, которую вы искали. Следующие 7 дней будут необыкновенными и ознаменуют начало периода счастья, любви и гармонии. Напишите 3333, если это то, что вам нужно было услышать. Господь Иисус обещает восстановить здоровье, улучшить отношения и восстановить финансы. Мои возлюбленные, доверьтесь Иисусу и верьте, что Он Бог, способный на все. И если вы недавно столкнулись с финансовыми трудностями, повторяйте за мной: «Я благодарен за те деньги, которые у меня уже есть. Я открыт для получения большего. У меня будет столько изобилия, что мой банковский счет переполнится. На этой неделе я привлеку значительное финансовое процветание, которое решит все мои денежные проблемы». Верьте, что Бог открывает двери, которые никто не может закрыть. Слушайте Его молитвы и станьте свидетелем этого. Сейчас настало время получать чудеса и благословения в больших масштабах. Прежде чем строить планы самостоятельно, знайте, что у Бога уже есть цель для вашей жизни. Иногда наши планы должны потерпеть неудачу, чтобы Божий замысел увенчался успехом. Подобно тому, как зима уходит, уступая место весне, даже в трудные времена сохраняйте веру в то, что наступят лучшие дни, и вы вступаете в период успеха, когда все будет хорошо. Помните, что каждый день приносит новые благословения от Бога. Не расстраивайтесь из-за плохого дня, вместо этого радуйтесь. Доверьте свои заботы молитве и попросите Бога облегчить ваши заботы, боли и проблемы. Завтра в вашей жизни произойдет что-то необыкновенное, прогоняющее всю печаль и беспокойство, наполняющее вашу жизнь радостью и благословениями, как никогда раньше. Всемогущий Бог рядом с вами, готовый сражаться за вас и обеспечить победу над вашими врагами. Дорогой Бог, мы благодарим Тебя за Твою божественную мудрость и понимание, которые Ты щедро даруешь нам. Эта мудрость не похожа на земные знания или мудрость вождей, это таинственная и сокровенная мудрость Божия. Те, кто этого не знает, не могут понять, но через свой Дух Ты открываешь это нам. Мы благодарим Вас за то, что Ваш Дух раскрывает ваши глубокие мысли и вашу мудрость. Мы благодарим Тебя за то, что Ты благословил нас разумом Христовым. Аминь. Чтобы получить благословение, если вы достигли этой точки, напишите «Я люблю Тебя, Господь». Если Слово Божье для вашей жизни сегодня было благословением, оставьте свое «Аминь» в комментариях. Поделитесь этим сообщением, чтобы изменить чей-то день. И подписывайтесь на канал, чтобы всегда быть в вере. Пусть Бог всегда будет с тобой. Пусть Бог благословит вашу жизнь сегодня, завтра и всегда. Пусть вы будете в мире Господа Иисуса.
До завтра, дорогой Боже, в этот момент. Мы возносим наше сердце, полные благодарности и смирения перед Вашим божественным присутствием, благодарные за то, что Вы провели нас через эти слова утешения, надежды и обещания. Сегодня мы присоединяемся к молитве, признавая, что Ты – любящий Отец, желающий нам самого лучшего. Напишите 2121, чтобы получить благословение. Иисус учит нас доверять Его словам, поскольку Он всегда выполняет свои обещания. Когда Он что-то говорит, Он это бесспорно исполняет. Финансовое благословение, которое вы испытываете, это всего лишь начало того, что было запланировано для вас. Доверьтесь мне, потому что на этом этапе вашей жизни я открываю новые возможности, которые никто не сможет умолить. Эти возможности – это двери, открывающиеся в жизнь изобилия, радости, исцеления и чудес. Готовы ли вы мне доверять? Откройтесь вере, потому что я вас не разочарую. Ваши финансы будут переполнены, что позволит вам жить той жизнью, о которой вы всегда мечтали. Ваши близкие также разделят с вами это радостное путешествие. Помните, мои дорогие, что Иисус – ваша незаменимая сущность на этом пути под названием «Жизнь». Когда вы почувствуете пустоту, именно Он заполнит это пространство. Поймите, что есть только один Бог и что Иисус Христос – единственное связующее звено между человечеством и мной. Он одновременно божественен и человечен. Есть важнейшая истина, которую я хочу, чтобы вы запечатлели в своих сердцах. Если вы открыто и искренне исповедуете своими устами и верите в самой глубокой части своего сердца, что Иисус – наш Господь и что Он воскрес из мертвых, тогда вы испытаете чудо спасения. Напишите «Иисус – Господь», чтобы принять это спасение. Бог утверждает: «Я наблюдаю вашу боль и превращаю ее в силу. Я помогаю вам преодолеть ваши страхи». Трудности, которые вы пережили, превратятся в замаскированные благословения. Ваша работа, финансы, здоровье и отношения будут затронуты моей божественной силой, высвобождающей благословения, которые выходят за рамки воображения. Будьте спокойны, потому что я услышал каждую вашу молитву и посчитал каждую пролитую вами слезу. Невзгоды, с которыми вы столкнулись, подходят к концу. Это может показаться внезапным, но это происходит потому, что я вмешиваюсь в вашу реальность. Приготовьтесь получить обильные благословения и прорывы, которые вот-вот войдут в вашу жизнь. Это мои подарки вам. Давайте помолимся вместе. Отец, я благодарю Тебя за то, что Ты мой Спаситель в жизни. Даже когда дела идут тяжело, я верю, что Ты всегда работаешь и будешь направлять меня. Ты знаешь, что я работаю над тем, чтобы исправить сломанные части Твоей жизни. Готовьтесь к восстановлению, так как я все выравниваю по Вашим молитвам. Я готовлю вас к благословениям, которых вы желаете. Вас ждет место, где исчезнут заботы, страхи, стресс и боль. В ответ вы будете наполнены моим божественным миром, безграничной любовью, исцелением и обильными благословениями. Я всемогущий Бог небесных воинств и Верховный Владыка. Помните, у меня есть сила превратить самый яркий рассвет во тьму и пройти по самым высоким горам. Я твой верный Бог, верну все, что ты потерял. Я исправлю сломанные части и снова сделаю их целыми. Напишите 5858, если верите. Бог говорит сегодня: будьте готовы стать свидетелями свободы, процветания и изобилия, которые превзойдут ваши самые смелые мечты.
Я видел вашу борьбу, печаль и несправедливое обращение, которое вы пережили. Пришло время получить награду за годы, которые враг украл у вас. На смену этим одиноким и трудным годам придет лавина благословений, исцеляющей любви, новых возможностей и исключительной благосклонности. У меня есть сила полностью изменить вашу жизнь, уведя вас от финансовых трудностей к богатству и изобилию. Оставь позади заботы и печали, потому что я заменю их радостью и благополучием. Возможно, вы столкнулись с финансовыми трудностями или потерями, но уверяю вас, что каждый потраченный доллар вернется вам в кратном размере. Ваша карьера или бизнес будут процветать, а финансовое благосостояние значительно улучшится. Напишите 3333, если это сообщение вам откликается. Господь Иисус говорит: «Доверьтесь мне, дорогие, и я буду свидетельствовать о том, что я принесу в вашу жизнь». Приготовьтесь к изобилию финансового успеха, любви и процветания. Твои благословения умножатся, и я покрою тебя своей благосклонностью. Даже когда вещи кажутся невозможными, я создам для вас возможности, которые невозможно отнять. Ваши самые сокровенные желания будут исполнены. Вы должны знать, что я люблю и прощаю, и я здесь не для того, чтобы судить или осуждать вас. Я послал своего единственного Сына, Иисуса Христа, принести себя в жертву на кресте за ваши грехи, чтобы вы могли иметь вечную жизнь. Все негативное, что заставляло вас плакать в прошлом, исчезло. Вскоре моя любовь и благословение заменят вашу боль и печаль, и вы испытаете изобилие счастья, смеха и любви. Мои слова восстановления, исцеления и мира дадут вам утешение и надежду. Великие дела уже в пути. Вам не нужно усердно трудиться, чтобы получить эти благословения. Деньги потекут к вам естественно, без усилий. Вы притянете богатство, как магнит, и оно обильно вольется в вашу жизнь. Примите это благословение и наслаждайтесь изобилием, которое оно приносит. Иисус говорит, что Он здесь, чтобы исцелить вас. Он желает облегчить любую боль, которую вы можете чувствовать, будь то физическая, эмоциональная или духовная. Он хочет принести мир и комфорт. Вы вот-вот увидите, как открываются двери, которые изменят вашу жизнь к лучшему. Я тот, кто дает тебе силы, когда ты чувствуешь себя слабым, кто ищет тебя, когда ты болен, кто восстанавливает мир и порядок, когда ты чувствуешь себя потерянным. У меня есть для вас несколько сюрпризов. Я уже обеспечил исцеление, освобождение, богатство и хорошее здоровье, которые вы искали. У меня есть особый план на твою жизнь, дитя мое, план хороший, приятный и совершенный. Напишите 5858, чтобы получить его. Бог желает передать послание надежды и обещаний на ваше будущее. Он утверждает, что вы будете сиять, как звезда, и благословлять окружающих. Он также обещает в ближайшее время восстановить ваше здоровье, отношения и финансы. На этой неделе вы увидите улучшение в своей работе, здоровье, отношениях и финансах. Бог готов совершить замечательные вещи в вашей жизни. Но для этого необходимо, чтобы вы признали Его своим царем, а себя – Его ребенком. Вы из благородного рода, и что бы ни принесли эти выходные, всегда помните, что Бог способен преодолеть любую ситуацию. Больше доверяйте Его силе, чем своей собственной. Если вы чувствуете себя подавленным, доверьте свои заботы, сомнения и страхи Богу. Его руки способны их держать.
При этом вы перейдете от простого арендатора к домовладельцу, от наемного работника к работодателю, от должника к кредитору, от боли к цели и от игнорирования к высокому спросу. Бог заверяет, что эти выходные принесут массу хороших новостей с благословениями роста, новыми возможностями, продуктивностью, позитивом, исцелением, любовью и Его благосклонностью. Мы можем ожидать восстановления, новых начинаний, прорывов и побед на горизонте. Помните, печаль непродолжительна, а радость будет длиться вечно. Независимо от того, какие проблемы принесет завтрашний день, Бог неустанно работает для вашего блага. Он рядом с вами, защищая вас, куда бы вы ни пошли, и Он не оставит вас, пока все Его обещания не исполнятся в вашей жизни. Бог царствует как величайший царь, Верховный Господь, несравненный по силе и власти, управляющий всем творением. Итак, просите помощи, чтобы справиться со своими трудностями, веря, что с божественной помощью вы сможете преодолеть любую ситуацию и выйти победителем. Сегодня, прощаясь, давайте выразим свое намерение получить защиту и благословение. Давайте помолимся за безопасность наших детей в школе и за то, чтобы все мы были в безопасности на дорогах. Давайте попросим благословений исцеления, новых возможностей и прорывов на нашем пути во имя Иисуса. В ближайшие дни Бог поможет восстановить ваши отношения, здоровье и финансы. Возможно, вы столкнулись с проблемами в своем физическом или эмоциональном благополучии, но помните, что Бог подобен опытному врачу, способному полностью вас исцелить. Он вернет вам силы, душевное спокойствие и энтузиазм, чтобы жить яркой и осмысленной жизнью. Приготовьтесь поразиться невероятному и обильному дождю благословений. В сфере божественных данных напишите 7373, чтобы заявить, что вам больше никогда не придется иметь дело с фальшивыми людьми, поскольку все откроется вам. Ангел с тобой круглосуточно, дитя мое. Чем больше вы цените их присутствие, тем больше вы будете избавлены от всех неправильных путей. Бог указывает, что есть женщина, которая стремится использовать вас ради того, что у вас есть. Поэтому, если вы останетесь рядом с ней, вы можете испытать большую нестабильность. В наступающем ноябре на вашем банковском счете будет большая активность. Если вы слушаете до конца, все пророчества исполнятся. Ангелы заявляют, что очень важно быть свидетелем всех благословений, поскольку наступают лучшие дни, и вы станете успешным человеком. Бог принесет спокойствие во все беспокойные дни, которые пытаются вызвать разочарование в вашей жизни, все тревоги исчезнут. Ангелы предупреждают, что в последние дни кто-то пытался столкнуть вас в пропасть. Бог передал послание, чтобы предупредить вас о ценности настоящей дружбы, которая никогда не будет стремиться причинить вам вред, но будет готова помочь, когда это необходимо, даже без ресурсов. Ангел уверяет, что враг побежден, так как зло никогда не победит добро. Бог снова вмешался в вашу жизнь, поскольку вы являетесь человеком очень важным. Крайне важно знать, что скоро вы будете щедро вознаграждены, и дни процветания вот-вот наступят. Все, что раньше вас беспокоило, на самом деле укрепило вашу веру. Напишите на номер 7373, чтобы попросить прощения, и станьте новым человеком, который всегда благодарит Господа за все блага. Бог сообщил, что если вы достигли этой точки, ваша вера достаточно сильна, чтобы отразить все негативные энергии, которые пытались вас окружить. Ангелы предвидят, что вскоре вы почувствуете, как Святой Дух коснется вашего сердца, принеся новое ощущение процветания, которое изменит вашу жизнь.
Бог заверил, что если вы будете больше доверять Его Слову, ваша финансовая жизнь будет необъяснимым образом процветать благодаря Его бесконечной благодати. Ангелы предупреждают, что вокруг вас есть люди, которые следят за вашим финансовым положением, поэтому я подкрепляю это сообщение намерением увести вас с этого пути. Бог никогда не оставлял вас в трудные времена, даже когда вы выбирали более легкий путь. Его милость предоставила новые возможности. Ангелы предвидят, что через несколько дней в вашей жизни произойдет что-то чудесное. Бог гарантирует, что с этого момента ты обретешь покой и укрепишь свое основание, что приведет к существенному увеличению ресурсов на твоем счету, дитя мое. Ваша победа уже в пути. Хотя это могло занять некоторое время, просто закончите это сообщение и поделитесь им, чтобы другие могли получить свет. Ангелы советуют вам приблизиться к Богу, чтобы понять свои истинные цели. Это обеспечит большой комфорт и радость в вашем путешествии. Бог позаботится о том, чтобы темные дни вашего прошлого были забыты, а ваше будущее было наполнено прекрасными возможностями. Ангелы рады, что вы зашли так далеко. Все, что беспокоило вас раньше, закончилось, потому что тот же свет, который благословлял вас в прошлом, продолжает окружать вас. Комментарий 5454, чтобы сделать последний запрос на все благословения, которые прибудут сегодня, открывая новый этап достижений, успеха, мира и здоровья. Никогда не игнорируйте заповеди Божии, так как это может привести к нежелательным ситуациям. Ангелы подтверждают, что начался последний призыв, когда все ваши заботы останутся позади, поскольку то же божественное присутствие, которое защищает вас, принесет великую решимость. Бог заявил, что всякий раз, когда вы слушаете сообщения, вы поймете благословения, которые Он приготовил для вас. Господи Боже, со смирением и благодарностью мы приближаемся к Тебе в эту минуту. Мы прошли этот путь слов и обещаний, осознавая, что Ваше милосердие и любовь постоянно окружают нас. Сегодня, Господь, мы принимаем послания, предупреждения и обещания, провозглашаемые в каждой фразе, как семена веры, посаженные в наше сердце. Мы понимаем, что Вы наша сила, проводник, скала и убежище. Ваши слова напоминают нам, что какие бы препятствия и испытания ни преподносила нам жизнь, мы никогда не одиноки. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твою постоянную защиту, за Твое руководство и за Твою бесконечную милость. Мы благодарим Вас за то, что Вы открыли важность настоящей дружбы и предостерегли нас от негативного влияния. Мы знаем, что только Ты есть истина, путь и жизнь, и, следуя за Тобой, мы обретаем мир и процветание, которых так желаем. Поэтому, Господь, мы посвящаем свои сердца Тебе. Мы просим Тебя освободить нас от всех вражьих ухищрений, увести нас от лжи и дурных влияний и даровать нам мудрость, чтобы распознать путь истины. Мы с благодарностью принимаем все обещанные Вами благословения и просим, чтобы они проявились в нашей жизни по Вашей воле. Господь, мы знаем, что время – Твоя божественная прерогатива и что все происходит по Твоему совершенному плану. Мудрость Вашей веры ведет Вас к значительным событиям, поэтому настойчиво стремитесь к радости и наблюдайте, как ваши стремления осуществляются. Подтвердите это, набрав 1111. Отрывок из 2 Царств 22:2 заверяет нас, что Господь действует как наша скала, крепость и Спаситель. Сохраняйте веру в то, что ваши лучшие дни еще впереди, и в течение этой недели вы станете свидетелем чудес, благословений и ответов на молитвы. Будьте готовы и открыты для получения.
Подтвердите свою готовность, набрав 1111. Иоанна 14 часов 27 минут укрепляет наш дух, напоминая нам, что Иисус оставил нам дар мира для наших разумов и сердец. Этот дар не похож ни на одно мирское подношение, поэтому пусть ваше сердце не тревожится и не боится. Подтвердите это, сказав «Аминь». Приготовьтесь к предстоящим благословениям новому дому, новой машине, запланированной поездке, ведь вы находитесь на грани получения всего этого. Подтвердите свою веру, набрав «Да». Псалом 42 просвещает нас напоминанием о том, что Бог поднимает нас из ужасных ям и грязной глины и ставит наши ноги на камень, давая нам прочную основу для нашего путешествия. Даже в периоды удушья от депрессии, беспокойства, одиночества, душевной боли, страха и сравнения помните, что Божий мир омолаживает, даже среди хаоса и беспорядков. Ефесянам 4 часа 32 минуты призывает нас быть добрыми и сострадательными друг к другу, прощая друг друга, как и Христос Бог простил нас. Бог напоминает нам, что следование Ему не гарантирует жизнь без проблем. Наступят трудные времена, но мы пройдем через них. Иметь веру. Дисциплина может быть строгой, но она приносит мир и праведность. С непоколебимой верой мы молимся Господу, ища Его мудрости и мира, помощи в преодолении тревог, переживаний и депрессии. Мы доверяем Ему. Во имя Иисуса мы говорим «Аминь». Когда что-то неясно, слова Бога резонируют, побуждая нас не бежать, а обратиться к Нему за ясностью. Его любовь к нам никогда не ослабевает. Нас призывают прощать, молиться и быть благодарными. Благодаря Богу мы обретаем победу. Борьба с тревогой и депрессией может означать одновременное чувство страха и усталости, когда вы заботитесь обо всем, но ни о чем одновременно. Помните, любовь выражается не только в словах, но и в поступках. Притчи напоминают нам, что нужно слушать, прежде чем говорить. Сила Божья превосходит любую тревогу. В трудные минуты вспомните женщину, которая почти сдалась, но вспомнила о своем Боге, обретя необъяснимую силу. Как сказал Иисус, «Возлюби ближнего твоего, как самого себя, ибо от этого зависят все законы и пророчества». Доверьтесь Богу, несмотря на жизненные потери, зная, что Он благословит вас чем-то высшим. Послание от Бога ясно. Этот год может начаться трудно, но вам не обязательно нести это бремя в одиночку. Позвольте Ему разобраться с вашими проблемами. Доверьтесь Ему, Он поддержит вас. Наконец, Бог напоминает нам, что нужно ценить дружбу, расти вместе с ней и вместе добиваться успеха. Мы любимы и благословлены. Бог будет напрямую общаться с вами. Нет чудес, которые были бы вне Его досягаемости. Все ваши печали, боли и тревоги скоро исчезнут. Независимо от того, в каком отчаянии вы находитесь, независимо от того, насколько вы убеждены в том, что ваше чудо никогда не наступит, Он здесь, чтобы показать вам свою любовь. Если вы все еще верите, что Он не может благословить вас, вы ошибаетесь. Истина в том, что Он любит вас и ничего не может с этим поделать. Он не будет этого отрицать. Он любил тебя, когда ты пал, искал тебя, когда ты отверг Его, и теперь ты собираешься поверить лжецам, которые обманывают тебя своими ложными словами. Слушай внимательно, прямо сейчас ты сидишь рядом с Ним. Он уже дал вам много духовных благословений. Теперь от вас зависит, собираетесь ли вы принять Его Слово и поверить Ему. Он хочет, чтобы вы приняли решение в этот момент.
Выберете ли вы жить сверхъестественной жизнью или предпочтете сидеть и смотреть, как растут другие? Сделайте еще один шаг вверх по этой лестнице. Он приглашает вас предстать перед Ним и погрузиться в это помазание, чтобы чистота этого масла сияла на вашей голове и зажигала пламя в вашем сердце. Дайте Ему свою руку. Он хочет, чтобы вы сделали шаг вперед, с верой взяли знамя и взялись за эту искупительную миссию. Расскажите миру, что есть Бог, который любит их и что Он ищет тех, кто отклонился от Него и хочет отдать Ему свои души и снова идти с Ним, уверенно держа Его за руку. Получите эту силу. Почувствуйте это сейчас и наблюдайте, как это преображает вас. Вы осуществите все, что считали невозможным. Вы сможете ходить по волнам и останавливать бури своими словами. Также вы сможете вызвать с неба огонь, который сожжет все, что преграждает вам путь. Вы сможете своими глазами увидеть армии небес, защищающие вас. Посмотрите вокруг себя и оцените все хорошее, что произошло в вашей жизни, в вашей семье, в ваших финансах и в вашем доме. Где бы вы были сегодня, если бы Он не помог вам, если бы Его присутствие не окутало вас день и ночь? Если бы Его не было рядом, враги твои давно бы погрузили тебя в колодец печали, украли бы твой покой и радость. Он знает, что тебя окружают проблемы, и иногда ты задаешься вопросом, где Он. Но здесь Он говорит тебе: просто храни веру и терпи, и вскоре ты получишь ожидаемую награду. Откройте Ему свое сердце и примите то чудо, которое, как вы думали, было невозможным. Внимательно слушайте то, что Он говорит вам. Он говорит с вами с большой любовью. Если вы верите Ему, все возможно. То, что Он говорит вам, произойдет, потому что Он не лжет, Он не преувеличивает, Он не скрывает от вас истину. Истина в том, что Он говорит вам вещи такими, какие они есть. Ему не нужны ваши деньги. Используйте свои благословения, чтобы помогать другим. Он ни с кем не заключал сделок на строительство для Него величественных дворцов. Никто не собирается вам помогать. Продолжайте благословлять всех людей, которых можете, даже если у вас ничего нет. В любом случае помогите другим. Не пугайтесь, если вам кажется, что ваши финансы в упадке. Сегодня Он говорит вам иметь веру, потому что благословения, которые Он дает вам, могут исходить от людей или мест, которые вы даже не можете себе представить. Не дискриминируйте и не критикуйте никого. Не оскверняйте уста свои, говоря о людях, которых Он поставил рядом с вами. Пусть они благословят вас. Его глаза ищут по всему миру простые сердца, которые любят Его и верят в Него. Сегодня Он нашел тебя. Он хочет, чтобы ваша дружба росла. Он продолжит быть твоим отцом, но также и твоим другом. Вы можете по-настоящему доверять Ему. Если у вас есть секреты, Он будет рядом с вами. Что касается вашей души, будьте уверены, я уже знаком с ее сложными деталями. Не нужно ничего от меня скрывать, ибо я уже простил ваши прегрешения. Отбросьте свое прошлое, оставьте свои ошибки позади, им нет места в настоящем. Они здесь ни к чему. Я не хочу, чтобы о вас судили по прошлым действиям, совершенным в то время, когда вы были другим человеком. Сегодня вы преобразились. Вы уже не тот человек, ваше сердце изменилось. Воздержитесь от самонаказания и осуждения. Мечом, данным тебе моим воскресением, ты сможешь разрушить лживые слова и ложь, брошенные в тебя врагом.
Не бойтесь, ибо они рассыпятся на землю, как пепел, и ветер отнесет их обратно к тем, кто пытался вас уничтожить. Такие люди будут сожалеть о своем несправедливом обращении с вами, их раскаяние будет видно в их глазах, наполненных слезами. Стремитесь жить заново, оставьте позади тоску и стремитесь к подлинному счастью. Ищите у меня мира и утешения, примите наследие моего Святого Духа и примите сверхъестественное существование, ибо ваше чудо уже не за горами. Послушайте меня, не поддавайтесь какофонии, которая сбивает с толку ваши мысли и вызывает беспокойство. Сосредоточьтесь на моем успокаивающем голосе, пока ваши глаза наполняются слезами от мощного воздействия моих слов. Сегодня ты постигаешь глубину моей любви к тебе. Ты поймешь величину моей вечной привязанности. Ты осознаешь всю меру своей ценности и поймешь, что никакой противник никогда не сможет разлучить тебя со мной. Не позволяйте маленькой ошибке сбить вас с курса. Сегодня ты воскреснешь еще раз. Сегодня ты научишься заново ценить жизнь. Сегодня ты возродишься. Я ваш Создатель, моя могучая рука всегда готова помочь вам, когда вы почувствуете в этом нужду, даже в те моменты, когда вы чувствуете себя отстраненным или разочарованным из-за ошибки. Моя любовь к тебе остается постоянной, я продолжаю защищать и лелеять тебя. Закройте уши для негатива, помните мою заповедь оставаться сильным. Не позволяйте своим эмоциям диктовать ваше мышление, ваше поведение или ваши действия. Не позволяйте жизненным разочарованиям разрушить вашу веру в добро. Я всегда был рядом с тобой, и независимо от того, насколько слабым или отстраненным ты себя чувствуешь, твоя задача – поддерживать свою веру, какой бы незначительной она ни казалась. Независимо от того, что могут говорить вам ваши эмоции, мой дух и мои слова сегодня учат вас продолжать верить и не бояться людей. Я твой помощник, и никто не имеет власти над тобой. Вы смелы даже в трудные времена. Держитесь твердо, даже если против вас разбивается армия. Не бойтесь, не колебайтесь, я буду сопровождать вас и буду рядом с вами, куда бы вы ни пошли. Я никогда не оставлю тебя, не брошу и не отвергну тебя. Я всегда и всегда буду готов выслушать, понять, простить и забыть ваши ошибки. Я готов дать тебе больше, чем ты можешь себе представить. Это мое вечное обещание, моя любовь твоя, навсегда. Это трудное испытание, которое вы сейчас проходите, послужит основой для великолепного благословения. Я преобразую все, что сейчас против вас, в вашу пользу. Я прошу вас молиться мне, быть бдительными, вступать в бой, ибо враг сопротивляется получению вами всего, что я желаю вам дать. Но кто сильнее? Скажи это своими устами, напиши это своими пальцами, обдумай это своим умом и поверь этому своим сердцем. Кто обладает властью? Кто имеет возможность и желание помочь вам? Это я. Могу, хочу, буду, имел, имею и всегда буду миловать тебя. Я знаю твои мысли, я знаю, что у тебя доброе сердце. Эти испытания предназначены для вашего роста. По ту сторону страданий вы обнаружите обильное обеспечение. Дитя мое, не бойся, не падай духом, не отвергай всего, чего ты уже достиг. Небольшое отвлечение может сбить вас с ног, поэтому я хочу, чтобы вы зажгли в своей душе пламя, которое держит вас начеку, даже когда вы обретаете отдых. Посвятите немного времени мне, я хочу поговорить с вами, раскрыть чудеса, которые укрепят вас и вашу семью. Я хочу, чтобы вы без колебаний поверили в меня и поделились моими словами со всеми, кого вы любите.
Объедините свою семью, возьмитесь за руки, ищите прощения, вместе вознесите ко мне искреннюю молитву, и после этого поделитесь с ними всем, что я вам сказал, всем, что я для вас сделаю. Сделайте это, если осмелитесь поверить, и вы станете свидетелями того, как я благословлю их. Где двое или трое соберутся во имя Мое, там я. Я хочу помочь вам, благословить вас, дать вам процветание. Так было, так есть и так будет. Скажи мне, что ты веришь в меня, ты напуган, но это не обязательно. Этот мир меняется, он наполнен испытаниями и невзгодами, но моя любовь к тебе остается. Плохие новости могут попытаться вызвать у вас беспокойство, но вы приняли мудрое решение искать моего присутствия и наполнить себя моим покоем. Ты доверишься мне и не позволишь миру сбить тебя с толку. Ты будешь помнить мое слово и не позволишь ничему сбить тебя с толку. Держи меня за руку в горькие минуты, и я тебя не отпущу. Я буду носить тебя на руках, я буду защищать тебя своей мантией и каждый день заново наполнять тебя своей любовью. Я обладаю силой заботиться о вас, защищать и процветать даже в условиях любого кризиса, а также исцелять вас. Мой вечный договор с тобой. Вы оставались стойкими и оставались на пути, даже когда казалось, что ваши мечты рушатся. Ты продолжал верить в меня и не слушал и не верил тем, кто хотел убедить тебя в том, что ты потерпел поражение. Именно по этой причине сейчас, в это трудное время, которое вы переживаете, вы поймете, когда Слово Мое гласит, что все работает на благо тех, кто искренне любит меня. Вы поймете, почему я делаю то или иное, и своими глазами увидите, как я благословляю тех, кто призывает Мое имя. Продолжайте верить, продолжайте молиться, продолжайте читать Мое Слово, продолжайте свидетельствовать и скажите всей своей семье, что я настоящий и истинный. Небо, земля, болезни, эпидемии, проблемы – все это пройдет, но Мое Слово вечно, и даже если мир сотрясется, Мои обещания останутся непоколебимыми. Вы скоро станете свидетелем того, что Моя сила также реальна. Очень скоро вы увидите, какие чудеса происходят в вашей жизни. Не теряйте веры, доверия, не прекращайте борьбу, великие блага грядут на вашем пути. Двери рая откроются, и вы увидите, как сбываются многие ваши мечты, желания и молитвы. Даже среди неразберихи и многочисленных проблем в мире вы испытаете мощную трансформацию внутри своего существа. Мне доставляет огромное удовольствие видеть твое личико, когда ты встаешь, ты можешь видеть лицо ожесточенного взрослого, но я вижу отражение невинного ребенка. И если бы вы видели себя так, как вижу вас я, вы могли бы расправить свои крылья, которые подняли бы вас на ветру, они бы унесли вас в путешествие к высотам, они дали бы вам возможность противостоять невзгодам мира. Если вы посмотрите за своим отражением в зеркале, вы можете почувствовать присутствие невинной души, наполненной любопытством. Эта душа воплощает чистоту и способность визуализировать великолепный мир. И если бы вы могли чувствовать тепло своей улыбки, как я, вы бы поняли, что ее мелодия чарующая и нежная, постоянно успокаивающая мои чувства. Я слышу твой смех и в хорошие, и в трудные времена, смех, излучающий уверенность и радость. Он резонирует как ритм, пронизывающий космос, обозначая врожденное счастье. И если бы вы только могли понять, что я делаю, вы бы увидели за темной завесой, которую мир пытался набросить на вас, скрывая великие замыслы, которые я создал для вас. И если бы ты мог увидеть себя моими глазами, ты бы сбросил с себя бремя вины и страданий, бремя, которое тебе никогда не суждено было нести.
И если бы вы верили в себя так, как я верю в вас, вы бы осознали свою способность совершать великие дела, творить чудеса и быть источником благословения. Солнышко, открой глаза. Поверьте, когда я говорю вам перестать смотреть на себя так, как того требует мир. Перестаньте терзать свою душу так, как будто к вам нет никакой привязанности. Это любовь ваша, вечная любовь вашего Небесного Отца, всемогущая любовь, сжигающая ваше прошлое, медленная на гнев и многомилостивая. Взгляните на свое отражение в зеркале моего вечного слава. Смотри, что я вижу, созерцай вместе со мной, потому что я слежу за тобой, мое маленькое дитя. Этот мир отнимает у вас время и энергию, пытается лишить вас благ. Но я здесь, чтобы подарить вам жизнь, радость и изобилие. Я хочу, чтобы твои глаза следовали за моими путями, а твои ноги шли по дороге моей любви. Предложи мне свое сердце, и я наполню тебя радостью, облегчу твои печали и дам тебе силы преодолеть все препятствия, которые преследовали тебя с юности. Вы понимаете, что я имею в виду? Я всегда любил тебя таким, какой ты есть, но я выбрал тебя для победы, для того, чтобы вести других к их судьбе, поэтому многие могут стать свидетелями того, как моя воля раскрывается в таком, как ты. Обладая смиренным сердцем, но силой льва, вам может быть сложно принять духовные богатства, которые я дарую вам. Это не пустое богатство, порождающее печаль. Примите их со смирением и вооружитесь мужеством, ибо я внесу в вашу жизнь многочисленные перемены. Вы претерпите радикальную трансформацию до такой степени, что многие вокруг вас не смогут узнать. Они будут восхищаться вашей решимостью, вашей силой и вашим счастьем. Доверь мне свое сердце, пусть твои глаза следуют за моими путями, а твои ноги идут по дороге моей любви. Вы столкнетесь с трудностями в этом мире, где вы всего лишь путешественник, но мои благословения – ваша судьба. Хоть ты и не видишь меня своими земными глазами, ты можешь чувствовать мое присутствие. Доверьтесь мне безоговорочно и прислушайтесь к моим словам. Я открою вам свою волю через мое письменное слово. Ищи меня еще. Не слушайте языки, которые преследовали вас с детства и пытались пустыми словами, оскорблениями и криками лишить вас вашей ценности и уверенности. Не бойтесь их беспочвенных нападок. Неважно, что они говорят или делают, я защищаю тебя своей могучей рукой. Я подниму тебя и сделаю лидером. Вы станете благословением для тех, кто вас критиковал, для тех, кто не смог вас оценить. Я буду процветать, открою для вас двери, наполню вашу жизнь чудесами и сотворю чудеса в вашей семье. Долгое время ты плакала от унижения, но сегодня мое слово объявляет конец твоей печали. Вас ждут прекрасные минуты радости. Верьте мне, не сомневайтесь, потому что исполненные зависти снова нанесут удар. Но ты, укрепленный верой и переполненный надеждой, ответишь: «Мой Бог со мной». Я могучий великан, живущий под Его защитной тенью. Он – моя крепкая скала и моя крепость. Я побеждаю могучей кровью Христос. Я дитя всемогущего Бога, и Он посылает ангелов расположиться вокруг меня, освобождая меня от всех нападений. Он мой целитель, мой кормилец, мой добрый пастырь, мой верный друг, и я знаю, что мне ни в чем не будет недостатка. Мои ноги с радостью пойдут Его путями, и я не сбиюсь с пути. Я не упаду духом. Я не позволю негативным мыслям укорениться в моем уме. Я уверен в Божьей любви, потому что Он возлюбил меня еще до моего рождения, и Он будет любить меня вечно.
Его любовь неизменна. Он был, есть и всегда будет прежним. Аминь. В разгар этой сверхъестественной войны, где силы света и тьмы участвуют в вечной битве, где добро сталкивается со злом, где сущность Христа противостоит присутствию Антихриста, найдите минутку, чтобы вспомнить. Это война, в которой используются не только человеческие силы. Мы не созданы для того, чтобы вести эту битву в одиночку или с нашими ограниченными силами. Слова апостола Павла эхом звучат сквозь века. Это боевой клич, который находит отклик в самой нашей душе. Облекитесь во всеоружие Божие. Это не просто предложение, это приказ для вашей пользы. Так стойте твердо в Господе и черпайте силу из Его могущества. Это не борьба с простыми смертными противниками, это борьба с начальствами, властями и самыми темными силами, скрывающимися в небесных сферах. Сложите свое земное оружие, ибо оно недостаточно. Вместо этого вооружитесь духовным оружием, которое принесет истинную пользу в вашу жизнь. Облегшись во всеоружие Божие, вы найдете в себе силы стоять твердо, даже когда наступят злые дни. Вы поймете, что являетесь частью духовной войны, которая бушует с незапамятных времен. В этой борьбе вы не одиноки, потому что вы больше, чем победитель через Христа. В послании к Колоссянам 2 часа 15 минут Павел напоминает нам, что Иисус на кресте победил власти и начальство, устроив публичное выступление сатаны. Поймите, что целью креста было победить самого настоящего дьявола, цель которого – уничтожить вас. Не забывайте, как нельзя верить в искупление креста, не признав его цели, так и нельзя. Мы просим вас даровать нам терпение, чтобы дождаться ваших обильных наград, и мудрость, чтобы распознать их, когда они прибудут. Мы с радостью принимаем ваши обещания облегчения, освобождения от пороков, финансового благополучия и мира среди бурь. Одетые в Твою милость, мы с мужеством и верой встретим любые испытания. Господь, мы посвящаем эту последнюю молитву Тебе, прося, чтобы, делясь ею, Ты коснулся сердец всех, кто ее слышит, чтобы они почувствовали Твое постоянное присутствие в своей жизни. Во имя Твое святое молимся. Аминь.